Но у нас день отъезда. Едем срочно домой, чтобы рыбу до морозильника в хорошем состоянии доставить. Ну и легкий ход работы до кучи. Ну, эта сетка пустая. Тут течение. Какая тут рыба? Если была, давно убежала. Ну и ладно, попробовали. Ну ладно, здесь, конечно, классно попадает, но надо попасть просто вовремя попасть. Когда вода заливает, и здесь стоит стоячая вода, резвиться сюда на мелководье и на теплую воду, так как солнце, тепло вообще весеннее, попадает, тут рыбы дофига собирается гулять, а до кучи крупная рыба. В 50-ку меньше 2-килограммовых щуки не попадало. Но это не каждый год. Раз на раз не приходится. Но этот год, значит, не пришлось. Будем жевать плотвочку с килограммовыми щуками. Так, эту у дяди Валерия веревку кидать нельзя. Ладно, идем в избушку. Вчера еще здесь была супер лужа. Ведра с рыбой я опустил, чтобы холодная вода омывала. До воды оставалось сантиметров 10. Но так как она достаточно тяжелая, она осталась стоять на дне этой лужи. Все бы ничего. Вот здесь вчера лужа была. Это все упало. Но с легким удивлением, потому что тут избушка за 60 метров, Вилу увидел, что отпечатались следы мешки. Это явно не росомаха, след крупноват. Интересно, след размывается прямо на глазах, ил расходится. Так это он передо мной, по сути дела. Вначале такие четкие следы были, а сейчас еле-еле уже видно. А второй след уже исчез. Вот здесь второй след был. Это первый. Однако, где-то этот товарищ близко. Так, сначала вернем мостик на место, где он стоял. Уплыла редиска. Гуляй! Интересно. Ой-ой. Так, как бы тебя тут не упустить? Куда ты? Так, если я на этот конец нажму, второй поднимется, буду... Немножко поднялся. Ну, давай. Ага. Где-то так. О, нормально. Ну, ты здесь валялась. Сейчас тебе закинуть надо. Где-то так. Для начала. Так, ну что, первая охотка. Ура! Ну, отдыхайте. Сейчас за второй сходим. Так, второе ведро не оставим, оставим. Да, если бы взял рюкзак, одно ведро можно было в рюкзаке пронести, было бы легче. Ну, о, нифига себе. Шуточки, малюточки. Но березы на той стороне болота явно зазеленели. И само болото зазеленело, трава вон растет. Серой перестала быть. И до кучи немножко подсохла. Для равновесия эту лужу пересечем с 2 ведрами. Ну что, за родину. Ой, 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 ой. Редиска. Ил глубокий. Далеко тонешь. О, давай. Хоть так. Помогай. Ой, блин. Чуть не по колено. Вилтону. Мама я керу. Когда ведра
в воде тащить легче, потому что на них действует выталкивающая сила. Эх, жалко. Глубина кончилась. Ура! Прошли болото. Так, вода достаточно круто упала. И лодку. Ну, спасать пойдем. Ну-ка, режистое место, блин. Вода, похоже, как мы приехали, около метра упала. Нормально. Так, сейчас ослабим цепь и спустим. А до кучи и ведра в лодку засуну. Там холодная вода снизу, поэтому температура, надеюсь, большая там не будет. Ну что, поехали? Уехали. На себе водичка как упала. Что-то в лодке много воды. Дождей не было. Это дырка. Ладно, сейчас эту воду мы откачаем. Сколько сможем. Хопа! Вода до сюда была. О, метр упал. Ой. Чья-то лапка мелькнула. О, жаба. Эй, приятель, куда ты залез и зачем? Блин, что на реке делаешь? Блин, да еще под мотором спряталась. Дождик. Но это какая-то туча, потому что синевы на небесах тоже хватает. Сегодня по радио передали, что в Москве сегодня холодрыга. Там где-то плюс 20. А позавчера у них плюс 30 было. Эти плюс 30 сегодня до нас доскакали. Сейчас плюс 26. Чтобы сырым не дойти до реки, лично я в майке пойду. Ну, нет тоже. Практически так же, да. Ну ладно, спасибо избушке за приют-залазку. Лариса Батькина, когда уезжала, я говорю, сколько тебе привезти? Говорит, больше ведра не надо, блин. Лучше почаще езди. И я скажу, извиняй. 2 ведра. Походик закончился. Рыбачили одну ночь, собственно говоря. Все. Полным газом сейчас домой и быстро-быстро до морозильника рыбу. Надеюсь, она до конца досолиться не успеет. Ну, избушка покида. Одежды до хрена, поэтому и рюкзак до хрена. Ну, с палкой по болоту удобнее ходить, поэтому палку взял. Тут час назад проходил. В жидком илу вон мой след практически замыло. А вот тут четкие медвежьи следы были. Они прям на глазах расплывались, так и расплылись. Еле-еле успел в конце снять. Наверное, кто-то из молодых, не старый. Я бы не сказал, что сильно такой слабый. Ну, сантиметров, не знаю, 18, наверное, в ширину. Ну, взрослый человек, значит. Ну, но он тут к нам приблизился, тут метров 60 до избушки. Ладно. Я думаю, что я его спугнул, когда приближаться начал. Солнечную погоду береза всегда так блестит, интересно. На открытой местности, блин, солнце так жарит. Как это в городах люди в своих бетонных кирпичных зданиях живут кругом. Солнце их там не припекает, плюс 30. Сегодня июнь, между прочим, 1 июня. Так что лето наступило, у нас тоже наступило. На карликовых березах зеленые пупырышки появились. Это листочки называются у них. Вот не думал, что ил этот, в котором нога тонет, хвалить буду. Вода прохладная. Ой, прохладный, поэтому сразу так ногам прохладно стало. То бишь хорошо.
Лестница все ниже. Это сюда. Это тоже сюда. Ну, еле выехали. Кругом коряги, блин. Ну, поехали. По дороге решили снять кадры на фоне нашей шикарной природы, как мы рассекаем на Южанке М волны нашей реки при большой воде. Так как пришлось одновременно рулить лодочным мотором и дроном, слегка лопухнулся. При установленной скорости по умолчанию 10 метров в секунду, то есть 36 км в час, установил функцию Smart Track трасса, когда дрон должен лететь сзади. При такой раскладке карт мы его из поля зрения исчезали почти мгновенно. Установить большую скорость и функцию Smart Track профиль, когда дрон летит сбоку, не успел, так как упал заряд батарей. Летали худо-бедно 30 минут и посадил на себя в лодку. Рябчик перед носом прямо перелетел в речку. Холодно! Это кто такой? Коршун какой-то. О, высматривает пропитание. Ура, приехали! Заезжать не буду. Вода падает. Все. До летнего уровня тут падать, да падать еще. Ну, пока, скажем, вот здесь притулиться. Можно сказать, приехали. Так, была бы дырка, эта вода бы ушла бы через дырку. А учитывая, что вода осталась, значит, дырки тут не было. Ну ладно.